Бишкеке открылась третья национальная ярмарка вакансий. Мероприятие имеет республиканское значение, поэтому открывает его глава кыргызского правительства. Игорь Чудинов заявил, что ярмарка призвана выполнить программу главы государства, а именно создать в этом году 50 тысяч новых рабочих мест. В этом году мы хотели бы, чтобы эта ярмарка показала возросший рост профессионально-технического образования в нашей стране. И это не случайно. Вы заметили, что сегодня именно рабочие специальности инженерно-технических кадров особо нуждается наша страна. Если в прошлые годы больше были востребованы люди с высшим гуманитарным и экономическим образованием, то сейчас открываются новые производственные мощности. В разгаре строительства крупного энергетического объекта на юге страны. И везде нужны инженеры и специалисты технических и строительных специальностей. У нас не хватает сегодня инженеров, гидростроителей, специалистов IT-технологий, бухгалтерия, то есть финансистов. Что касается рабочей профессии, то это прежде всего все специальности в области строительства, в области туризма и в области, конечно, оказания услуг, это сервисные услуги. На открытие ярмарки пришло около 2500 человек. 150 мелких и крупных предприятий со всей страны готовы принять новых сотрудников. 6000 вакансий. Здесь золотодобывающая компания, школы, кондитерские цеха и даже салон красоты. Много соискателей из числа студентов. Можно было бы найти работу, подработать на лето, так как сессия у меня уже закончилась, и я хотел бы подработать. Можно официантом, можно еще кем-нибудь. Я смотрю, пока ищу. Здесь впервые предусмотрены вакансии для людей с ограниченными возможностями. Для них оформлены специальные стенды. Организаторы решили пойти дальше. Для более широкого охвата создают передвижную службу занятости. Ее сотрудники будут разъезжать по новостройкам и окраинам Бишкека и подбирать персонал для предприятий, оставивших заявки. В прошлом году такую ярмарку посетили более 18 тысяч человек. Сейчас агентство по занятости ожидает минимум в 3 раза больше соискателей.